Мир вам, братья и сестры. Нож якутский сделали опять с Божьей помощью. В ножнах плотно держится, вынимается одной рукой, то есть вот пальцем сюда упираетесь и лезвием вверх по-якутски. Ножны из можжевельника, обтянуты хвостом крупного рогатого скота, растительного дубления, дубовой корой дубленой. Клинок всегда приятно пахнет, ножны из можжевельника сделаны, всегда стерильный. Ну и покажу, как режет это рог лося. Штужечки. Это вот транспортерная лента, кусок остался. Примерно так. Далее под дерево покажем. Можно тоненькие такие вот служечки делать. Видно, да, он режет легко, непринужденно. А можно конкретно вот так врезаться. Такие кусочки отхватывает легко. Вот быстро, да, сделали вроде. Далее это вот помидорчик покажу, вот как ее чистить. Резать это как бы одно, а вот чистить уже другое. Ну, примерно так. Много не буду показывать. После съем. Так. Хвост крупного рогатого скота. Сказать, что как волосы режет. Он сухой уже, высохший совсем. Ну, видно, да, что вот волосы вот так срезают легко. И сама кожа уже, вот она такая дубовая. Примерно так. И по газетке покажу. Так вот примерно. Так, из ухода, значит, что? Заточка простая, ровный деревянный брусок. Идете нож долом вверх и по плоскости. Никаких углов держать не надо. Плоскости минимум, заточка много времени не занимает. С обратной стороны просто снять заусенчики. Там снять заусенчики можно и кожу, например, ножен или об ремень. Так, и это вот у меня делаем такую смазку для клинков, для кожи, для металла, для оружия, куда угодно годится. Смазка у меня такая продается, если надо, пишите, вышлю, отправлю. Вот, и ножны тоже этой же смазочкой смазываете, чтобы они не рассыхались и чтобы они не впитывали влагу. Вот, ну, в общем-то, и все. Всего самого доброго, до свидания.